140 лет назад по улицам города Курмыша бегал мальчишка и жадно ловил звуки чувашской речи. Его поражали черты лица, облик и песни людей, которые приезжали из Засурья. Ему хотелось разговаривать с чувашами на их родном языке. В Курмыш приезжали из из Чувашии, тогда уже Чувашская республика была, приезжали чувашские купцы торговать. И он смотрел на них, смотрел на их одежду, на их быт, как они разговаривают. Ему было очень интересно слушать, как они разговаривают, о чем они говорят. И он заинтересовался именно чувашским языком вначале. Однако любви к чувашскому могло и не быть, ведь будущий тюрколог родился в городе Ядрине в семье купца второй гильдии. Примерно через 7 лет Ашмарины переезжают на постоянное жительство в город Курмыш. Там проживала бабушка Николая по материнской линии. Отец рассказывал, что Николай Иванович сам себя считал чувашом, и его любовь к чувашскому народу, и его привела его бабушка, которая учила его чувашскому языку, которая была чувашкой. Он был лингвистически одарен с детства. Свое призвание осознал уже в первые годы учебы в Нижегородской классической гимназии. Самостоятельно изучал арабский, персидский, османский языки, а также мишарский в практическом общении с нижегородскими татарами. После окончания гимназии Николай Иванович твердо решает посвятить жизнь науке, изучению чувашского языка. Поэтому поступает в Лазаревский институт. И уже на первом курсе Николай Ашмарин пишет свою первую научную работу «Очерк народной поэзии у чуваш». Это был первый его опыт в науке, первый опыт в описании устного народного творчества чувашей. Статья, конечно, имела достаточно большой резонанс в то время для научного сообщества Москвы и других городов. И именно с этой статьи начинается уже научное творчество Николая Ивановича Ашмарина. После окончания Лазаревского института Николай Ашмарин получает должность преподавателя географии в Казанской народческой учительской семинарии. Работает там в течение 25 лет. Параллельно продолжает изучать тюркские языки и создает целый ряд крупнейших работ по чувашскому языкознанию. Однажды на уроке педагогики Иван Яковлев показал ученикам полученную от Ашмарина книгу «Материалы для исследования чувашского языка» и сказал: «Смотрите, вот какой крупный и ценный подарок сделал нам, чувашам, русский ученый. Такой книги у нас до сих пор не было. В ней до тонкостей изучена фонетика чувашского языка, дано описание частей речи в сопоставлении с русской грамматикой, приведены образцы склонения и спряжения. В прежних грамматиках указывалось 27 вспомогательных глаголов. Николай Иванович увеличил их число до 51. Автор скромно назвал свою книгу материалами, но это настоящее научное пособие для изучения чувашского языка». Ашмарин внес существенный вклад в гуманитарную науку Чувашии. В первую очередь, конечно же, его работы в области языка, сравнительной грамматики, синтаксиса, мимологии, а также его работы в области религии, мифологии, этногенеза, глоттогенеза, народной поэзии, песенного творчества, поэмии высоко оценены специалистами. Огромной заслугой перед чувашским народом стало создание 17-томного словаря чувашского языка. В примерах к словам Николай Иванович старался сохранять все оригинальные мысли чувашского народа, образность языка и фольклора. Пользу такого глубокого изучения Николай Ашмарин прежде всего видел в том, что, например, марийский язык сохраняет в себе некоторые чувашские речения, которые у самих чуваш исчезли из разговорного обихода. Для составления словаря была разработана специальная программа. С просьбой о помощи Николай Иванович обратился к учителям, учащимся и всем грамотным чувашам. Обращение поступило и в Симбирскую чувашскую школу. На каникулы школьники получили задание в своих деревнях собирать сказки, предания, песни, пословицы, загадки, поговорки. Всего на создание чувашского словаря ушло свыше 30 лет. С каким трудом собиралось это богатство, можно предположить по словам автора. Скажу без преувеличения, что иногда десятки лиц бывали опрошены мною по поводу лишь единого чувашского слова.
Благодаря вкладу Ашмарина в начале 20 века, вплоть до конца 30-х годов, чувашский язык занимал ведущее место в тюркологических исследованиях не только в России, но и во всем мире. Путь словаря к чувашскому языку был тернистым. Нарушались условия договора и сроки выхода томов. Из-за цензурных и идеологических требований словарь был значительно сокращен в объеме. Но несмотря на трудное материальное положение и болезнь, Ашмарин продолжал дело всей жизни, в котором его поддерживала жена Ксения Логиновна. И вот сын Виктор говорит, печальные строки вот здесь написано: когда папа лежал уже на смертном одре, мама заняла у соседки денег и послала меня в Чебоксары, чтобы получить папин гонорар. Письменные просьбы о высылке по почте гонорара не влияли на руководство исследовательского института. Мне также не выплатили, объясняя отсутствием денежных средств. 5 выпусков словаря вышли при жизни автора. Сегодня одна из книг первого издания хранится в Ядринской библиотеке, которая была получена книгохранилищем в дар от писателя Сергея Павлова. И вот я держу в руках 4-ю книгу словаря Ашмарина. Эта книга вышла в 1929 году. Это прижизненное издание словаря Ашмарина. Это буква О уже. Здесь, конечно, все так же почти, как и новые издания сохранили, вот, которые вот здесь внизу находятся, сохранили вот так же в том же виде, но это важно то, что вот сам Ашмарин тоже вот эту книгу уже держал в руках. 6-й выпуск словаря появился после смерти Николая Ивановича в 1934 году. До завершения всех выпусков оставалось много лет. Последний, 17-й, увидел свет лишь в 1950 году. В начале 2000-х годов 17-томный словарь удалось переиздать. Мы продолжаем дело, начатое Николаем Ивановичем Ашмариным, сбор диалектных материалов. Ежегодно наш факультет, в частности студенты профилей родной чувашский язык и литература, русский язык, выезжают за пределы Чувашской республики. Также мы собираем диалектные материалы, фольклорные материалы в населенных пунктах Чувашской республики. По мнению специалистов, материал о языковеде Ашмарине полностью не изучен. Потребуется еще много сил и времени, чтобы объездить все уголки, связанные с жизнью Николая Ивановича. Территория современной Чувашии, к сожалению, не богата памятными местами о тюркологе. Однако в городе Ядрин сохранился дом, где он провел раннее детство. Сейчас строение считается объектом культурного наследия и находится на балансе администрации. Это здание сегодня требует к себе большого внимания и средств для реставрации. С этой целью, конечно же, районной администрацией проведен ряд мероприятий по восстановлению этого здания. Готовим документы для того, чтобы внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию для реставрации этого здания. И в последующем, конечно же, хотелось бы увидеть в этом здании дом-музей Николая Ивановича Ашмарина. Сегодня личный архив Николая Ашмарина хранится в Чувашском государственном институте гуманитарных наук. Среди них 2 автобиографических документа, кое-что о словаре и мое жизнеописание, написанные рукой автора. В нашем архиве хранится личная печать Николая Ивановича Ашмарина. К сожалению, вещей Николая Ивановича Ашмарина сохранилось не так много, его личных вещей. Но вот мы можем увидеть образец его печати, хранится в нашем архиве. Также у нас есть его документ, это удостоверение о том, что он является членом Татарской областной секции научных работников. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения тюрколога. В честь юбилея творческий коллектив Института гуманитарных наук во главе с Эдуардом Лебедевым выпустит книгу о жизни и творчестве Николая Ашмарина. В течение года будут проводиться выставки, уроки, тематические вечера и круглые столы. Тем не менее, о языковеде всегда преподавали в учебных заведениях Чувашии. Мы находимся в центре Ядрина, и прямо сейчас мы проведем небольшой опрос. Знают ли горожане, кто такой Николай Иванович Ашмарин?
Да, знаю. Николай Ашмарин родился 4 октября 1870 года. Он работал над чувашским словарем. 17 томов, если я не ошибаюсь, работал более 30 лет над этим словарем. В 1901 году он начал работу над ним, то есть начал работу по сбору материалов. И вот, допустим, если сейчас многие ездят по деревням, собирают материал, то нам, чувашам, достаточно заглянуть в его словарь, чтобы найти нужную информацию. Он туда вписывал совершенно все, даже, по-моему, детские слова и что они обозначают. Ашмарин создал, да, чувашский 17-томный словарь. Николай Иванович наш земляк. Создавал толковый словарь чувашский. Ашмарин Николай Иванович, чувашский тюрколог. Как я вот слышал, как рассказывали, он родился в Ядринском районе, здесь, в Ядрине. Знаем очень хорошо Ашмарина. Он родился в городе Ядрине. И так как у него юбилей в октябре месяце, и город Ядрин планирует большое мероприятие. И он у нас тюрковед, краевед. Он создал 17-томный словарь чувашского языка. Словарь называется, словарь Ашмарина мы называем. Очень интересный словарь. Такие интересные слова там можно найти, которых мы сейчас уже в речи своей не используем. Да, я знаю, кто такой Николай Иванович Ашмарин. Он родился в городе Ядрине, выпустил, значит, словарь, русско-чувашский словарь, 17-томник. А сам, будучи русским человеком, выучил чувашский язык и очень большое дело сделал для чувашского народа. По результатам нашего небольшого опроса мы выяснили, что горожане хорошо знают, кто такой Николай Иванович Ашмарин. Но мы, к сожалению, до сих пор не сумели еще как следует оценить вклад Ашмарина в развитие чувашской науки, чувашского языкознания и интеллектуальной культуры чувашского народа. Скромная могила Николая Ивановича находится на Арском кладбище в Казани. На небольшом памятнике по сегодняшний день нет даже фотографий. Памятник стоит давно, как его похоронили, понятно, но давно пора уже ее сменить. Надо вспомнить великого деятеля, который очень много сделал для чувашского народа. Николай Ашмарин был крупнейшим ученым-тюркологом с мировым именем. Он владел 65 языками. Его приглашали в зарубежные страны, предлагали престижную работу во многих городах мира. Но всякий раз он отказывался, говоря, что у него есть родина, которой он должен служить, как бы не было трудно.